Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как пьяный водитель протаранил иномарку на Оренбургском тракте. В трезвом теле? Абсолютно. А алкотестер показал то, что пили? Вообще абсолютно ноль. То, что не пострадали люди, очевидцы считают чудом. Покажем, как горят 2,5 миллиона рублей. У нас установщики криворукие, к которым заезжаем. От этого и получилось возгорание. И почему владелец «Инфинити» в уничтожении своей машины винит работников автосервиса. А также задержан подозреваемый в сожжении заживо 2 человек. И как автоинспекторы спасли из горящей квартиры пожилую женщину. Прям такой был вот этот огонь, прям огонь. Это прям ужасно было. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый водитель Hyundai Solaris устроил серьезную аварию на выезде из Казани. Двигаясь в сторону аэропорта, мужчина протаранил Opel Astra, который ехал впереди. От удара водитель немецкой иномарки потерял контроль над машиной и вылетел на разделительную полосу. О последствиях пьяной езды расскажет Алсу Ахмедзянова. Скорую вызывали кому? Скорый. Так вызвали, так вроде нормально. Шок. Водитель «Опеля» был рад, что ни он, ни его пассажиры не пострадали в результате такого столкновения. Автомобили двигались по трассе, поэтому скорость у них была весьма приличной. После того, как «Опель» сзади ударил «Hyundai», водитель немецкой иномарки потерял контроль над автомобилем, и машина вылетела с дороги через 50 метров. Ехал по прямой, правой стороны, где-то 80, наверное, скорость. И сильный удар сзади. Без перестроения, просто именно задняя часть. Мы даже ничего не чувствовали. Мы же ехали спокойно, тихо. Вскоре выяснилось, водитель, спровоцировавший аварию, пьян. Это подтвердил и алкотестер. Правда, сам мужчина впоследствии стал уверять, что не употреблял спиртное. Вы сегодня не пили, да? Нет, В трезвом теле? абсолютно. А алкотестер показал то, что пили? Вообще абсолютно ноль. То есть вы будете оспаривать, да, это решение? Конечно. А в больницу поедете? Нет. А зачем я дома здесь живу? Ну вы что, вас спорить? Вы же оспорить Я хотите? ничего не буду. А вину в аварии признаете? Да? Нету? Да. Признаю. Просто въехали, да? Да, получилось так. Но при этом трезвые вы. Да, абсолютно. Живу здесь прям. Но то, что вас лишат прав, вас не пугает? Абсолютно нет. Как мужчина собирается доказывать свою точку зрения с такими исходными данными, он не объяснил. Но ясно одно – в случае неудачи в суде за руль он не сядет ближайшие 1,5-2 года. Алсу Ахмедзянова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 1 человек погиб и 4 пострадали в результате столкновения 3 автомобилей в Высокогорском районе Татарстана. Недалеко от поселка Куркачи на трассе Казань-Малмыш не смогли разъехаться «Лада», «Киа» и микроавтобус «Газель». От обеих легковушек остались только груды искореженного металла. За нарушение правил движения моментально расплатился водитель «Мерседеса», который, выезжая на проезжую часть из двора, не уступил дорогу едущим там автомобилям. В ту же секунду он врезался в бок «Рено». Виновника ДТП не смутил ни знак «Уступи дорогу», ни движение только направо, хотя поворачивал он налево. О чем говорили участники столкновения, знает Айрат Назипов. Он взял и рванул в мою сторону. И просто-напросто выбросил меня отсюда. Водитель такси Фарид был крайне удивлен. Подобного маневра он и представить не мог. Говорит, ехал по улице Мусина. Когда проезжал мимо одного из дворов, в правый бок его машины въехал Мерседес. Во-первых, водитель немецкой иномарки должен был всех пропустить. А во-вторых, поворачивать налево здесь нельзя. Об этом говорят дорожные знаки. Но гораздо сильнее водитель такси удивил дальнейшее поведение предполагаемого виновника аварии. Считает, что виноватым хотели сделать его. Он говорит, что, мол, типа, ты куда едешь, и я что, не видишь, что я поворачиваю? А как откуда я вижу, видишь, что поворачиваешь? И вообще, зачем ты сюда поворачиваешь? То есть знак его не смутил, ничего не... Вообще его ничего не смутило. Им вообще ничего не надо. Они только собираются решать вопросы по своим, как говорится, братским каналам. Доказать свою правоту водителю Мерседеса было весьма проблематично. Впрочем, свою вину он и не отрицал. А вы признаете вину или нет? Наверное. Люди в аварии не пострадали, а материальный ущерб покроет страховая компания виновника. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. «Инфинити» сгорел сегодня в полдень в поселке Залесный. Автомобиль вспыхнул, когда водитель остановился на светофоре. Возгорание началось в моторном отсеке. На помощь к владельцу тут же пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Пытались справиться с пожаром огнетушителями. Но пламя было такое, что плавился металл. Владелец иномарки рассказал Юлии Гоголевой, почему вспыхнул его автомобиль.
пламя пытались сбить огнетушителями. Проезжавший мимо водитель бетономешалки заливал автомобиль водой. Она у них всегда есть. Но окончательно справиться с огнем смогли только пожарные. К тому моменту владелец иномарки уже понимал, что машину не спасти. Машина сама 2,5 миллиона, но она же уже восстановлению не подлежит. В причинах возгорания хозяин машины не сомневается. Говорит, это прямое следствие работы мастеров в автосервисе. Сегодня он ездил на диагностику предпускового подогревателя двигателя. Спустя несколько минут после этого он вспыхнул. У нас установщики криворукие, к которым заезжаем. От этого и получилось возгорание. Только что с сервиса выехали. И, получается, доехав до отсюда, здесь машина загорелась. Это для него урок на всю жизнь. Никакого договора с сервисом у него нет. Никаких бумаг не оформляли, гарантий не давали. Даже за работу заплатил наличными. Но возмещение ущерба с сервиса, где обслуживал автомобиль, требовать все равно будет. В письменном виде постараюсь, да, конечно. Претензии будут, да. Других возможностей возместить ущерб у него нет. Полностью машина застрахована не была. Юлия Гоголева, Наиля Абдуллин, вызов 112. 36-летний мужчина погиб от удара током на крыше поезда. Его тело, лежащее на вагоне, обнаружили недалеко от остановки Юдинский профилакторий. Спустить его на землю самостоятельно работники железной дороги не смогли. Им понадобилась помощь спасателей. Они с задачей справились и передали тело погибшего сотрудникам полиции. Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 2 человек в Зеленодольском районе Татарстана. Ровно неделю назад, в ночь на 5 октября, вспыхнула баня в поселке Новониколаевка. Во время тушения пожарные обнаружили внутри тела 2 человек, 35-летнего мужчины и 32-летней женщины. Следователи установили, что саму баню подожгли, а дверь заблокировали снаружи металлическим прутом, чтобы люди не могли выбраться. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство 2 или более лиц». Подозрения пали на 46-летнего жителя Зеленодольска, знакомого погибших. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний знакомый потерпевших, который причастность к совершению преступления не признал. В настоящий момент следствием установлено, что преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений. Дождавшись, когда мужчина и женщина уснут, злоумышленник сделал факел и поджег строение, после чего заблокировал двери и скрылся. Потерпевшие позвонили в экстренные службы, однако к моменту прибытия пожарных и разблокированию бани оба были уже мертвы. В Казани на улице Большая Красная эвакуировали здание Роспотребнадзора из-за сообщения о заложенном там взрывном устройстве. Сообщение пришло на электронную почту. Работу пришлось прервать 150 сотрудникам ведомства. Они вышли на улицу и ждали завершения обследования помещений. Специалисты, проверив здание, никаких угроз не обнаружили. Сотрудники ГИБДД спасли пожилую женщину из горящей квартиры в самом центре Казани на площади Свободы. Сперва вспыхнул балкон на 3-м этаже, оттуда пламя стало перебираться в комнату. Квартира к тому времени уже была наполнена гарью и дымом. Хозяйка, 72-летняя женщина, испугалась, надышалась продуктами горения и совершенно не ориентировалась в своем же жилье. Спасти себя сама она не могла. О пожаре инспекторы узнали случайно от проезжавшего мимо автомобилиста. Они рассказали Лине Зинатуллиной, почему поехали к месту возгорания, если это не их работа. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Как чувствуете себя? Ой, ну сначала ужас, прямо ужас, а сейчас уже привыкаешь вот так. Они пришли узнать, как ее здоровье. Человек пожилой от медицинской помощи тогда отказалась, хотя чувствовала себя, мягко говоря, неважно. Прям такой был вот этот огонь, прям огонь. Это прям ужасно было. В воскресенье 6 часов вечера стояли на посту на улице Пушкина. Проезжающий автомобилист сообщил, что совсем рядом в доме за оперным театром пожар. Открытым пламенем горит балкон. Говорят, даже не думали, надо ли туда ехать. Сорвались в ту же секунду. Один Марат Ганединов остался на улице освободить дорогу для скорой и пожарных. Второй, Ленар Сабиров, побежал в горящую квартиру. Внутри женщина. Что делать, не понимала. Она была в сознании, в шоковом состоянии. Рассказывает, вывел женщину на лестничную клетку. Квартиру проверил, вдруг кому еще нужна помощь. Она живет с сыном, но его в тот момент дома не было. Ему нужно было своим делам. Я уехал. В общем, практически я одна. А в это время балкон полыхал открытым пламенем. Огонь доставал до потолка, хотя они в этих домах очень высокие. Стекла в окнах лопнули, пламя перебиралось в комнату. Ждать пожарных не стал, спасение чужого имущества взял в свои руки. Легковоспламеняющие вещи убрал в сторону и с помощью ведер, то есть вошел в ванную комнату, набирал воду и
начал тушить пожар. На борьбу с огнем, говорит, ушло 15 минут. Потушил пламя до приезда пожарных расчетов. Из последствий квартиру до сих пор не могут проветрить от запаха гари. И на окнах полиэтилен вместо стекла. Хозяева уверяют, мера временная. Если бы на помощь вовремя не пришли полицейские, все было бы куда страшнее. Лина Зинатульна, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.